Камбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 7. Управление Тибета. Часть 38. Тибет находится под верховным влиянием Китая еще со времен Юаньской династии, это 13 век по Рождеству Христова, хотя во внутреннем управлении всегда был независим. Народы, обитающие в отдельных ущельях высоких, почти недоступных гор, сообщающиеся только через узкие проходы или крутые перевалы, обыкновенно жили в старину небольшими группами, зависимыми друг от друга и часто враждовавшими между собой. В такой стадии исторической жизни как раз находился Тибет того времени. Он был раздроблен на несколько уделов, общее главенство над коими временами принимали только выдающиеся завоеватели или весьма энергичные и сильные волей люди. Чуть ослабевала по каким бы то ни было причинам общая верховная власть, уделы снова принимали самостоятельность и ждали нового возвышения какого-нибудь князя, который подчинил бы их своей власти. Точно так же система существовала и в отдельных уделах. Там власть принадлежала ловким и энергичным людям. Поэтому в Тибете средних веков мы находим возвышение и падение разных главенствующих лиц или небольших династий. Затем, помимо светских правителей, на сцену жизни народа выступило новое сословие – духовенство, которое, будучи без сомнения самым развитым и в то же время властолюбивым элементом, приобрело громадное влияние на народ и его правителей, князей, стоявших почти на одной ступени с ним по своему мировоззрению. Помимо того, по характеру ламаистского учения ламы в силу своих духовных обетов и предначертанной ему цели служить для пользы всех живых существ, должен стоять выше своих духовных сынов. Насколько они умеют отстаивать свои права и независимость, а также подчинять себе даже сильных царей, видно из характерного эпизода, повествуемого в исторических сказаниях. Когда могущественный хан Хубилай по увещанию своей супруги согласился принять наставление или духовное посвящение от молодого ламы Матит Тхваджа, по-тибетски Лодейжалсан, если только тот сядет на престол ниже его, то молодой лама отказался давать наставления в таком положении. Только после обоюдных уступок они сели на троны одинаковой высоты. Не входя в дальнейшие подробности об удельной системе Центрального Тибета, только скажем, что в старину Тибет делился на 13 главных уделов или областей, известных под названием Тикор-Джуксум, а также оставив до следующей главы краткое изложение истории возвышения Далай-лам. Перейдем к тому времени, когда было положено начало нынешней системе управления. В 1640 году монгольский или хашотский завоеватель Гуши-хан, в котором мы имели случай упоминать выше, подчинил своей власти Центральный Тибет. В 1642 году он в сообществе с Далай-ламой и Банчен-Эрдени, будучи осведомлен о возвышении маньчжуров, послал к ним в Мукден посольство с изъявлением покорности. Конец этого столетия и почти все следующие 18 столетие – время царствования в Китае знаменитых императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна.
были ознаменованы в истории монголов и джунгаров вообще большими смутами, приведшими их к полному подчинению Китаю. Смуты эти охватили и Тибет. После событий, изложенных в следующей главе, в 1720 году монголы были окончательно удалены из Тибета, и в третьем году царствования маньчжурского императора Юньчжена, это 1725 год, управление Тибетом было вручено следующим лицам, содействующим маньчжурам в борьбе с джунгарами. Первое – бывшему Деба Ханченнае. Второе – Лумбаба, по-маньчжурски Лумбане. Третье – Аподба, по-маньчжурски Арбуба. И четвертое – Палхаба, по-маньчжурски Палане. Юньчжен в данном случае дал впервые тибетским правителям маньчжурские чины, а именно Ханчен-наю и Аподба, знаменных бейса, Лумбаба, помогающего государству гуна, по-китайски Фу-го-гун, Палхаба – тайджи первой степени. Первым трем повелел управлять провинцией Уй с места пребывания в Лхасе, а последнему – Цзаном. Все они были названы галлонами. Тотчас после этого начались интриги между лхасскими правителями из-за того, будто бы, что Ханченай, как прежний Деба, стал пренебрегать своими товарищами и хотел управлять Тибетом единолично. К двум последним присоединился еще некто Бжараба, по-маньчжурски Джарне. Эти три сообщника вскоре убили Ханченая и захватили власть. Тогда против них поднял оружие Палхаба, его имя Соднам Добжа. Собравший войска в Дзене, он, когда услышал про приближение маньчжурской армии для подавления мятежных галлонов, поспешил в Лхасу и, привлекший на свою сторону духовенство окрестных монастырей, схватил упомянутых 3 галлонов и представил маньчжурскому главнокомандующему, который казнил их вместе с сыновьями. За такие заслуги перед маньчжурами Палхаба или Паланай в 1728 году был назначен правителем Центрального Тибета. Затем в 1730 году был награжден титулом князя третьей степени Бейла, а в 1736 году повышен во 2-ю степень Цзюнван. Кроме того, за измененное служение маньчжурским интересам император Цянь Лун пожелал утвердить означенный титул за его потомство наследственно и запросил самого Палхабу, которого из своих 2 сыновей он предпочитает назначить наследником. Отец указал на младшего своего сына Джурмет Намджо, который и был утвержден императорским рескриптом в 1746 году в степени Цзюнвана. Но этот князь не оправдал надежд ни императора, ни отца. Свою деятельность он начал с того, что в следующем же году отравил своего престарелого отца, затем сформировал туземное войско и выказал явное неповиновение маньчжурским военачальникам, прибывшим тогда в Лхасе, причем извел своего болезненного старшего брата Джурмет Цептаня. Спустя немного, в 10-й луне года Железного коня, это 1750 год, военачальники Пуцзин и Лабдунь пригласили его посредством обмана на 2-й этаж своего жилища, где и убили собственноручно. Сторонник убитого Лама Лобсон Ешей, сопровождавший его, тотчас спустился со 2-го этажа и стал призывать народ к мятежу. Возбужденная толпа подожгла дом военачальников, которые погибли тут же в пламени.
Бежавший подстрекатель был пойман по приказу Далай-ламы. По усмирении этого мятежа в 1751 году было утверждено новое управление Центрального Тибета, во главе которого был поставлен совет из 4 сановников галонов или шапа, назначаемых из туземцев высочайшей властью. Вот перевод указа Цянь-Луна, данного первым галоном из монгольской книги или Тхыл-Шастир пекинского издания. Тибет – чистая безмятежная страна, сильно распространяющая желтое учение. Далай-лама заставляет весьма процветать религиозные правила, управляя принятым на себя учением Будды западной страны. В прежнее время для всех дел по чествованию и содержанию Далай-ламы были утверждены 4 наследственных галлона. Когда дело дошло до Джурмет-Найджала, то Амбани, прибывшие в Лхасе, казнили его по той причине, что он тайно составлял особые планы, присваивая себе все дела, не совещаясь с другими многими галлонами и поступая своевольно, чем и отплатил неблагодарностью за милость. Вследствие того, что нельзя допускать, чтобы дела галлонов насильно решал один человек, я поистине приказал Церину, командированному для решения тибетских дел, главнокомандующему маньчжурской армией и другим старательно выбрать хороших, способных людей и снова, согласно прежним узаконениям, распределил управление между 4 галлонами. Так как управление раздельно между вами всеми, то вы, благословя пред моею милостью и усердно уважая Далай-ламу, сообща приложите усердие, мыслей и сил, исполняя должность и не возбуждайте недоразумений, лелея впредь это в своей мысли. Заботьтесь взаимно, совещаясь и не различая друг друга «я», «ты». Если будет важное дело, то, доложивши Далай-ламе и лхасским амбаням, поступайте по их указаниям. Вы, преклоняясь пред моей милостью и выказывая усердие, содействуйте моим намерениям покровительствовать желтой вере и осчастливить все живые существа. Это была цитата. Первыми галлонами были назначены первый гун Гашиба Пантита Нойон, родственник упомянутого выше Ханченая, Таэджи второй, Таэджи первой степени Циринг-Ванчжоу, третий Тонба и 4 духовный Цзэдун Нима Джалсан. Кроме них были назначены 5 дабаней, 3 дэба и 1 хамбо. Дабани – это высшие военачальники, командиры 1000 солдат, соответствующие нашим генералам. Дэба – начальники отдельных отраслей правления и хамбо – правитель по духовным делам. Все упомянутые выше лица должны решать тибетские дела общим советом, подчиняясь Далай-ламе и находящимся в Лхасе амбаням. Конец 38 части.